Скоро окраина селения Барсуки станет местом притяжения для всех ребят, кто хочет или уже занимается спортом. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса выходит на финишную прямую. Это помещение – сердце здания. Большой зал, где будут ребята тренироваться, проводить соревнования на площади около 1200 квадратных метров. Здесь будут расположены разные виды секций, ну а пока строители завершают покраску каркаса специальной противопожарной смесью. В принципе, монтаж и сэндвич-панели, и наружные стены у нас уже готовы. Сейчас на уровне витражи и полы. Сразу следом отопление, вентиляция. Но мы ждем, пока покраску они закончат. Всего в трехэтажном ФОКе около 30 помещений. Это кабинеты административной части, раздевалки, санузлы. Сейчас на объекте трудится около 40 человек в 10 бригадах. Параллельно ведутся работы по отоплению, внутренней отделке, вентиляции. Штукатурку, шпаклевку, отделочный цикл мы уже почти закончили. Ну, следующий этап – это установка дверей и покраска там. И полы, короче. Там стяжка, капель, плитка половая. Вот эти работы. Значительный объем работ проведен и снаружи объекта. Стены на стадии уже отделки. Строители утеплили сэндвич-панели, которые и являются стенами миноватой. Теперь ждут, когда привезут композит, который является окончательным отделочным материалом. Начали подпорную стену. Ну там у нас на сваях была подпорная стена. Сваи все мы забурили, сейчас уже на стадии уже метров 30 уже подпорную стену сделали. Ну, нормально, в темпе работа идет, все. Здесь, когда мы первый закладывали этот объект, здесь был косогор, и нам пришлось вот этот грунт весь убрать. И в целях безопасности, чтобы там сыпучесть грунтов, там оползни туда-сюда, чтобы этого не было. Ну, будет подпорная стена, потом откос декоративно уже. Там будет уже озеленение сверху, ну, ограждение пройдет сверху, там 2,5 метра высотой. Предусмотрели на объекте также благоустройство территории, озеленение зоны отдыха, обустройство пожарного проезда. Кроме этого, установят, как и на всех объектах, по поручению главы Ингушетии, локальные очистные сооружения. Будет у ФОКа и свой трансформатор и генератор в случае перебоев с электричеством. Глава региона Махмуд Али Калиматов уделяет особое внимание детскому спорту, развитию и досугу молодежи. Под его личным контролем с начала года в Ингушетии открыли физкультурно-оздоровительный комплекс «Сунже», где уже тренируются дети в разных дисциплинах, а также построен новый корпус ФОКа в Икажево. Словом, делается все, чтобы дети могли тренироваться и соревноваться. Этот объект поспособствует тому, чтобы у нас поднялся уровень обеспеченности спортивными сооружениями, и плюс у нас будет увеличен уровень доли систематически занимающихся. Мы, согласно госпрограммы по показателям, достигли уровня систематически занимающимся, и в дальнейшем до 30-го года должны его поднять. Но у нас республика по СКФО занимает последнее место по спортивной инфраструктуре, и мы делаем все возможное и направляем в Федеральное министерство письма, заявки о том, что нам необходимо строительство еще физкультурно-оздоровительных комплексов в других населенных пунктах, где они необходимы. Работа ведется, будем в дальнейшем работать и делать все возможное, чтобы наше население, у них была пошаговая доступность к спортивным учреждениям. ФОК строится в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография». Это первый спортивный объект в сельском поселении. Строительный хаос в хорошем смысле этого слова не позволяет понять, каким будет здание, когда строительство завершат. Все раскрывает паспорт объекта. Это красивое здание мы должны увидеть до конца декабря. Но строители обещают завершить все работы на 2 месяца раньше. Муслим Ганиев, Али Зязиков, Магас 24.